XX веке была закрыта последняя страница в истории башкирской кавалерии. За тысячи лет до этого башкирские всадники осаждали столицу Византии, Константинополь. В XVII веке были в Москве, Азове и Крыму. В XVIII веке цокот копыт их коней разносился по улицам Варшавы и Берлина. А в XIX веке – по площадям Парижа. Вряд ли предполагали потомки легендарных северных амуров, что в XX веке им придется повторить боевой путь своих прадедов. О 112-й башкирской кавалерийской дивизии сказано и написано немало. В годы советской власти было больше пафоса, чем правды, которую прятали за фасадом официальной истории. Поэтому можно себе представить, какой интерес вызывали и до сих пор вызывают рассказы тех, кто вместе со своим легендарным соединением прошел сквозь огонь, воду и медные трубы Великой Отечественной войны. По возвращении с фронта вернулся он в конце 45-го года, на Новый год 46-й. Вы знаете, это был человек очень, чем-то напряженный, такой озабоченный. И фактически, возвратясь домой, он не вернулся еще, не отошел от тех событий, в которых он участвовал. Но чуть позже он мне говорил, что вот настанет время, когда, может быть, тебе придется заниматься, моими документами, моими дневниками. Я это не очень хорошо воспринимал. И, в общем, имелось в виду, что сейчас, может быть, еще и не, в те времена не настало вот то время, когда это может быть так свободно, быть представлено на широкое обозрение. Тимир Сагитович Алибаев, сын гвардии подполковника Сагита Алибаева, комиссара 275-го полка 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Окончил полковую школу, потом короткий офицерский. Окончил. Потом я командиром взвода в Биробиджанской области, у Сунгарийском укрепрайона. И меня вызывает в штаб полка. Я доложил. Срочно явиться вам в Свердловск. Сдать все, новое обмундирование. А почему Свердловский? Не знаю. Такой приказ. И я поехал в Свердловский. Свердловский Чекалов. И Чекалова в Уфу. И приехал в эту башкирскую кавалерийскую дивизию. Аналогичным же образом из различных подразделений действующей армии отзывались другие командиры башкирской национальности. На должность командиров дивизии одного из полков были определены полковник Шеймуратов и майор Кусимов соответственно. Первый уже участвовал в составе кавалерийского корпуса генерала Даватора в битве под Москвой. Второй служил в группе советских войск, действующих в Иране. Вы знаете, это действительно, была такая пара, и, вы знаете, у нас, может быть, немного таких примеров. Я прошу прощения за аналогии. Скажем, как у Чапаева и с Фурмановым. Потому что отец был старше на 6 лет Тагира Таиповича. И особенно это сказывалось в первые дни войны. Но он восхищался, конечно, этим человеком. Есть такая фраза у него, что про Тагира Таиповича можно писать хоть роман, хоть повесть, хоть трагедию, насколько
разносторонний, талантливый, природно одаренный этот человек. В апреле 1942 года 112-я башкирская кавалерийская дивизия отправилась со станции Дема на Брянский фронт и заняла оборону на стыке Курской и Липецкой областей на реке Алым. Немец наступает на Воронеж, еще до нас не подходит. Скоро подойдет до нас. Командир дивизии собрал всю дивизию и говорит: дорогие сыновья башкирки, я призываю вас не проиграть первый бой. Если мы не проиграем первый бой, то мы победим. И вот 1 июля черная туча, психические атаки, автоматами в руках, папиросами в зубах. Движется черная туча на нас. Мы у реки Алым. Можно брод перейти. Мы открыли огонь из пушек, из пулеметов, минометов, артиллерии. Первый шеренга падает, шагает, вторая шеренга через трупов. Вторая шеренга падает, третья шеренга. Идут, это психическая атака. Черная туша идет, не ложатся. И начали брод. Вот эта река Алым стала красной от крови. Лозунг «Не проиграть первый бой», брошенный Шеймуратовым, имел огромное значение для сложения башков дивизии как боевого подразделения. Если бы в первых столкновениях с фашистами кавалеристы не сумели одержать победу, то вряд ли сложилась бы история дивизии, какой мы ее знаем сегодня. В течение 3 месяцев деревни переходили из рук в рук. Мы не отступили. То есть мы победили. Мы не проиграли первый бой. Воодушевление и воинственный настрой, охватившие солдат после слов Шеймуратова, порой имели следствием безрассудную храбрость, с которой кавалеристы бросались на врага. Майор Нафиков с сабельным эскадроном совершает ночную атаку на немцев и наталкивается на многократно превосходящие силы врага. Bizim kamera пока Нафиков был, да. Onun eşince iskadron bilen fasılantılarından ve selamçının bilen. Hala taraf yok ettilerinde. Tavuşta yok, tında katlamışa yok. Весь эскадрон, 70 человек, погибает, но успевает вырезать 400 солдат вермахта. Безумная вылазка вызывает ужас. Кусимов меня привискивала ночью. Весь разрушать, на галопе с шашками. Ну что, куда-то там целый эскадрон, понимаете, галопом все рубают. Так. Они кричат, немцы: Кутимов, ночью к нам не ходи. Кричат. Уже знаете, что это есть такой человек Кутимов. Они страшно боялись, немцы, Кутимова. Но страшно боялись, как мой башкирский дивизии. Они кричали: Кутимов, ночью не ходи. А там прямо их пачками вытаскивали немцев в плен. Он зайдет по-дурацки. Кутимов, у меня дурная привычка надо, но он богатырь. Когда говорят об участии кавалерии в Великой Отечественной войне,
то невольно представляют себе конников, бросающихся с шашками на танки. Это ошибочное представление. Ну, дөресте өлтіру. Бізде механизированный танкілерге ұлтыртып көтерділер бұлай. Атлар қалып бітті бетінде. Тәк атлары бұлай шұртталағайдағы біз білмеген төшкелерде атлар қалып бітті бетінде. Жоғалып. Bir güne gruppa değil, iki gruppa oldu at. Biri bizim Başkurt atları, ikincilerin Mangıl'ın vakıtları. Bizim minametini üstakılın artık kapatmıyor. İşte bu vakıtı bilen ona öyle şey. İşte köreke akçakan 50 milimetre minalar buldu. Ana bir yarı sakılma var yani. Birini kere atı bütün düşmanla. Сабельный удар, это, знаете, много не было. Этой войны при такой технике невозможно, сабельной, невозможно. Это в отдельных случаях только. Вот, например, когда они пешком атакуют, идут против нас в атаку, тут, значит, открывает наш огонь. И в это время, значит, когда они начинают отходить, вот в это время уже кавалерия идет и всех. Сталинградская битва стала переломным моментом войны. В ней приняла участие и 112-я башкирская кавалерийская дивизия, внесшая значительный вклад в дело общей победы. В ноябре месяце мы оказались под Сталинградом. Под Сталинградом, конечно, когда мощной артиллерии, все, авиации, танки, мы прорвались. Но самое главное, я скажу, мы должны были овладеть 25 ноября Обливовские станции. Нашему корпусу поставили задачи. Там аэродром. Взятие станции Обливская знаменовало бы собой полное окружение немецкой группировки фельдмаршала Паулюса. Во время рейда Башкав-дивизия сталкивается с частями первой румынской королевской танковой дивизии. И вдруг пошли румыны. Мне говорят, румыны. Я скомандую по румынам. Столько-то снарядов, шрапнелью, белый огонь. Кричат, дольный тормоз не снят. А если дольный тормоз снимать, румыны подойдут. А если не снимают дольный тормоз, стрелять. Взорвется. Я скомандовал. Огонь! И после этого шрапнель от ствола только входит 500 осколков мелкими снопами стремится на врага. Ну, 4 снаряда, беглый огонь. Это 16 снарядов. Румыны сразу бежать. Ну, много уничтожили, но они рядом уже были. Там метров, наверное, 300-400 вот так. Началось контрнаступление. В погоню за отступающими румынами бросился 275-й полк. В результате кавалерийской атаки 250 солдат противника остались лежать в степи. Однако командир полка Тагир Кусимов получил тяжелое ранение. Немецкое командование, осознав возникшую угрозу, бросило на Башкир штурмовую авиацию. Поднимаются 50 самолетов.
площадь, ни кустарников, ничего, спрятаться нет. Они нас положили на землю. В первую очередь уничтожили они зенитку пулеметов. Потом гудок, летает смена 50 самолетов. Это уходит, они начинают бомбить. Уничтожено у нас дивизии 1500 лошадей, 1500 личного состава, раненые, убитые и так далее. Очень много командиров были ранены и убиты. Мы потеряли боеспособность и оборону. Только через месяц мы перешли наступление. На следующий день головокружительная конная атака повторилась. Впереди с саблями наголо были сам генерал Шаймуратов и комиссар Байгужа Саидгалин. Итог – 1000 убитых немцев и румын. Мы против танков не с клинками шли. Мы воевали против танков как пехота. В окопах уничтожали гранатами, противотанковыми оружиями, артиллерией. Когда необходимость была гнать немцев, мы садились на лошади, гнали немцев на лошадях. Вот как раз район Сиволабова, вот героизм Шаймуратова в том, вот румынские части в одном месте, значит, потеснили наших. Вот. Одно подразделение там, эскадрон начал отступать, отходить начал. И как раз Шаймуратов и вот этот Байгужа Саидгалин, комиссар 313-го Ковполка, вот, видит, что здесь что-то надо делать. И вот тогда Шаймуратов с Байгужой вместе впереди, и кавалерия пошла вот гнать румын. Они там гнали километров, наверное, 20, разгромили эту румынскую там дивизию одну. Так, очень много убитых, пленных. Наконец, станция Обливская была взята. Захвачены аэродромы противника, с которых он бомбил наши позиции. Это была, так сказать, как бы инсталляция в 1942 год приемов гражданской войны, Буденновской конницы, которая была пущена, значит, в исполнении вот башкирских конников в тыл врага, значит, в течение месяца и даже более, 1,5 месяцев, они прошли с боями, там, значит, выполнили поставленные задачи, но, извините за выражение, навели большой шорох в тылу врага. Значит, это имело очень большой резонанс. Начался роковой рейд по тылам противника в Ворошиловградской области, во время которого погибает генерал Шаймуратов. Дивизия попадает в окружение, из которого многим не суждено было выйти живыми. Они нас окружают, мы их окружаем. Но мы окружаем, уже плен не берем. Все, кончаем. Он бросал бесконечно листовки, когда мы вошли в тыл врага. Вы пошли не по пути Салавата. Салават сражался против русских. Давайте поверните свое оружие по Салавату, давайте против русских. Сдавайтесь в плен. Но плен-то, когда никто не сдается, он бросает. Вы не люди, а иноземцы. Вас будем давить танками. Вот так писал. Вот поэтому сражение в тылу врага – это 10 раз сложнее, чем на передовой линии.
После рейда дивизия продолжает свое победное шествие на запад. Дневники комиссара Сагита Алибаева свидетельствуют, что на месте комдива вместо погибшего Шеймуратова бойцы хотели видеть Кусимова, но командование распорядилось иначе. Понимаете, там складывалась такая, знаете, как вот сейчас сегодняшним языком или жаргоном говорили фанаты, значит, скажем, Кусимова. И были фанаты, ну, то есть ему считали, в его полку считали, что он должен быть руководителем дивизии. А руководителем дивизии фактически был человек со стороны, Белов, который, в общем-то, себя достаточно хорошо проявил на этой должности, но людям хотелось иметь своего, понимаете? И это было понятно. И, понимаете, они ведь это выказывали, они это показывали, и, конечно, это создавало некоторые трудности, трения. То же самое было на многих уровнях, вплоть до того, чтобы там в эскадроне кто командир, а кто зам. Но вы понимаете, все это отступало на второй план, когда наступали боевые действия. Вот тут действительно срабатывало, ведь с ними очень велась большая учеба, значит, там политическая учеба, накачка такая, значит, идеологическая. Все это они воспринимали, иногда относились с юмором, но когда наступали настоящие боевые действия, все это выливалось в нечто такое, в общем, очень, так сказать, то, что способствовало успеху воинскому, армейскому успеху этого подразделения. Выходцев из Башкортостана в дивизии становилось все меньше и меньше. Они легли костьми в тяжелейших боях 42-го и 43-го годов. Наградами я не богат, потому что первое время Великой Отечественной войны в 41-м, 42-м, в начале 43-го года мы воевали не для наград. После окончания войны было время, когда национальный характер 16-й гвардейской Черниговской дивизии образца 42-43 годов, мягко говоря, не афишировался. Замалчивался ее добровольческий характер. Не говорилось о том, что ее снабжение шло за счет республики, что она именовалась 112-й башкирской кавалерийской дивизией, что именно ее особый статус, в конце концов, и был причиной ее исключительной боеспособности. Из национальных дивизий единственно в этой войне осталось башкирские кавалерийские дивизии. Вероятно, поэтому Сталин приказал не пропагандировать башкирские кавалерийские дивизии. Потому что, где армянские дивизии, где грузинские дивизии, где там татарские дивизии, т.д. Все национальные дивизии. Вот эта дивизия, вы думаете, случайно, что она осталась? Нет, не случайно. Это действительно героические дивизии. Почему? Это мне командир корпуса говорит. Это единственная дивизия в вооруженных силах, в сухопутных войсках. 78 героев Советского Союза. Нет ни одной дивизии. 78 героев. Только наши дивизии. Вы что думаете, это случайно? Чтобы начать войну и закончить на Эльбе, вы думаете, без поражения. Опять слова генерала. Не проиграть первый бой, опять. Вот это до Аллаха дошло его слова. Справедливость восторжествовала. Память о 112-й башкирской кавалерийской дивизии не только сохраняется, но и приумножается благодаря исследованиям историков, публикациям мемуаров ветеранов, музейной работе.
Родина одна. В двух местах не может быть Родины. Раньше была Родина у нас социалистическая. Родина социалистическая. Сейчас Родина у нас Россия. От моей Родины России. Не руководители, не партии Родина, а Россия. Молодому поколению мы желаем приобрести моральный закон. Без морального закона внутри нас нет жизни, нет любви, нет Родины. Морального закона лозунгом является прежде всего уважать самого себя, уважать других. Никогда не отвечай на зло злом, а только добром. Но самое главное — верить Создателю Всевышнему.